Добраться до места, куда мы сегодня едем, непросто. Не зря его включили в список 7 самых труднодоступных достопримечательностей России. Да и с погодой, мягко говоря, нам не повезло. Дорога размыта, и дорогой ее назвать сложно. Направление. И ведет оно в заброшенную деревню Синдер. Синдер опустел в годы перестройки. Большинство жителей тогда переехало в соседний поселок с таким же названием. Теперь деревня оживает только летом, когда сюда съезжаются дачники, бывшие жители деревни. Сейчас на улицах пусто, но нам повезло. Мы еще успели застать некоторых жильцов, супругов Ведерниковых, Егора Ивановича и Марию Александровну. Они охотно согласились нам показать самую главную достопримечательность этих мест – озеро Синдер. Добраться на озеро можно двумя способами – на дрезине по узкоколейке, либо на лодке от заброшенной деревни Синдер. Мы выбрали второй, более легкий способ. Ну что, поехали? Поехали. В озеро впадает несколько рек, берущих начало в заболоченном водоразделе. Самая крупная из них – Угюм. Но наш путь лежит через реку Вис. Именно на ней стоит деревня. Наша первая остановка – железнодорожный мост. Строительство узкоколейки, начальным пунктом которой является поселок Синдер, началось еще до войны, когда в Коми стали появляться лагеря для осужденных. Раньше мост перегораживал шлагбаум. Здесь размещался контрольный пост, через который посторонних людей не пускали. Узкоколейная железная дорога, проходящая мимо озера, считается самой длинной узкоколейкой в России. Ее протяженность – 150 километров. Узкоколейка проходит мимо поселка Глубинка и уходит вглубь Пармы. Раньше там заготавливали лес. Сейчас поселок тоже заброшен, а железную дорогу местные жители используют для поездок на дрезинах по своей надобности. А сейчас лесу не стало, все их вывезли обратно в Синдер. Их там не осталось никого там. До озера остается еще пару километров, а протока становится мельче и уже. Все потому, что по краям зарастает плавучими торфяниками. В народе их называют кочующими островами. Это не острова, это просто плавуны здесь и все. Ага. Острова. А за счет чего они образовались? Я не знаю за счет чего. Они растут, израстут. За счет травы, наверное, трава зарастает. Ага. И типа островки. Вот, смотрите, получаются. они вот отчаливают прямо. Они отчаливаются иногда, да. Вот, а они, говорят, выдерживают вес человека, да? Удерживают, да. С них можно прямо... Клюкву можно собирать. Да? Ну, ходят потихонечку, то, знаете, эти как доску положат, потихонечку идут, соберут. Ну, опасно, наверное, да? Ну, опасно, конечно. А тут внизу вода. А уже. вдруг попадешь куда-нибудь? Ага. Такое, как называется? Это называется плавучие острова. По-вашему, я не знаю, у нас плавуны. Встречаются уголки, ласкающие взор наблюдателя. По общему признанию, Синдерское озеро – один из таких уголков нашего севера. Если смотреть в тихий ясный день, то перед вами огромнейший овал, зеркало, заключенное в живые рамки берега, покрытые пышной растительностью. Так писал в путевых заметках в 1908 году писатель Иван Шергин. Но нас озеро встретило отнюдь не зеркальной поверхностью, а большими волнами. Коми-море так называют Синдер. Это второе по величине озеро в республике Коми после Ямозера. Его площадь 28,5 квадратных километров и представляет собой остаток обширного древнего водоема. Длина озера 12 километров,
Ширина от 2 до 5 километров. Средняя глубина 1,5 метра. Остров как называется? Вом-Лазди остров называется. Переводится Вом, значит, это как рот. Лаз, значит, синий, а Ди это остров. А, островов много? Островов тут много. Ну как много? 4 острова больших, а так мелких мы не считаю. Много очень таких мелких островов. Пойдемте. Куда-то далеко. Ну. На озере несколько островов. У всех есть свои названия. Прокушев, Голодный и даже есть Солдатский остров. Раньше тут был батальон на Синдаре поселке. Там была бригада, это рыбацкая бригада, их снабжала рыбой, короче, ловили они. Жили там, домик был, двухэтажный домик. Везде же солдат заставляет и огород пахать, и рыбу ловить, и там, и свиней пасти, всякое же. Рыбы здесь, говорят, много. Правда, сами мы ее не ловили. Да и погода рыбачить не позволила. Хотя местных рыбаков ни погода, ни что другое не останавливает. Как улов? Нормально поймали, да? А что? Щука. Щуку поймали. А вы местные или приезжие откуда? А не отчаливаете куда? Я хотела поговорить с вами. О чем разговаривать? Так вы местные или кто? Местные? Да? Что называется Синдар? А черт его знает. Там по-разному говорят. Синдер, значит, возле глаз. Один говорит, другой, говорит, жравая вода. А так, мы обычно возле глаз говорим. По предположению лингвистов, слово «синдер» пришло с мансийского языка «сенктур», что означает «туманное озеро». Далее, по принципу народной этимологии, слово «тур» перешло в «дор» – место возле или около чего-либо. Синдер, как и другие озера Коми, с каждым годом мелеет все больше и больше. Беда озера – грязь сапропель. До перестройки здесь хотели добывать и вывозить грязь в лечебницы. Пробу брали, да. Очень хорошая грязь, кстати, тоже говорили. Полуостров, на котором я нахожусь, называется Йиркапов. По легенде, здесь жил герой коми-мифов, охотник Йиркап. Он обладал быстроходными лыжами и мог догнать любого зверя. По легенде, Йиркап утонул в этом озере, провалившись под лед. В надежде спастись, он отрезал завязки на лыжах, и те улетели, продырявив здоровую сосну. Говорят, дряхлый пень той сосны где-то около озера, но мы его за неимением времени не обнаружили. Легенда о Йиркапе подтвердилась в 60-х годах 20 века. Тогда недалеко от озера раскопали деревянные предметы, возраст которых 7000 лет. Сохранились они благодаря консервации в толще торфяника. Среди найденных предметов были лыжи, принадлежавшие Йиркапу. По книжке читал тоже, но сам не знаю я. Я что-то не верю, не знаю. Это легенда какая-то, не знаю. Ну, это сколько там лет тому назад. Может, и правда было, может, и нет. Это, ну, это сказка, мне кажется. И эту сказку передают из уст в уста уже не 100 лет. А может, это и не сказка вовсе. О тех далеких временах помнят только воды Синдера. Но они молчат.